Здравствуйте! В Золотом фонде нашего центра хранятся фильмы, посвященные Роману Михайловичу Дмитриеву, чемпиону Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, серебряному призеру Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпиону мира и Европы. Эти кадры в Восточно-Сибирской студии 70-го года облетели тогда весь Советский Союз. На ковре элита борцовского мира, титулованные борцы Роман Дмитриев, Зиран Карават цепили схватки. Первый шаг к финалу сделан, но впереди еще 3 схватки с Ибрагимом Джавади, с чемпионом мира из Ирана. На то время главный соперник Романа Дмитриева. Их противостояние длилось 2 года. На момент этих съемок мастеру спорта Роману Дмитриеву 21 год. В 1969 году он уже завоевал титулы чемпиона Советского Союза и Европы. В том же году на первенстве мира в Мар-дель-Плата в Аргентине занял 2-е место, уступив только Джавади. Чурапча. Здесь мы все начинали. Такие слова предваряют этот фильм Восточно-Сибирской студии кинохроники 1970 года. А здесь проходят тренировки, ставшими известными на весь мир Дмитрия Коркина, тренера мировых борцов, Романа Дмитриева, Павла Пенигина, Александра Иванова. Это первые шаги в большой спорт. Тогда эти мальчишки запомнят на всю жизнь. Первый противник, первая схватка. Об уникальных методах школы в спартанских условиях Дмитрия Коркина до сих пор ходят легенды. Особенно вспоминают эти самодельные тренажеры, на которых оттачивалось мастерство и закалялся характер. Снаряды в школе-интернате учащиеся строили сами. Юные борцы тренировали устойчивость на стальном натянутом тросе. Учились бороться на матах, набитых сеном. Самый полезный тренажер – стенка Коркина, так ее называют сейчас современники, развивал не только силу, но и координацию. Он представлял из себя стену из досок с отверстиями для палочек, с помощью которых борцы подтягивались и перемещались в разные стороны. Нелегок был тогда путь выпускника Ленинградского педагогического института имени Герцена Дмитрия Коркина. 7 лет, 3 раза в неделю, 12 километров он отмерял из Ажулуна в Чурапчу, чтобы обучать ребят вольной борьбе. А к утру из Ажулуна в Чурапчу спешил преподавать школьникам русский язык. Так проложил Дмитрий Петрович свою тропу в жизни. Вывела эта тропа многих чурапчинских ребят на дорогу большого спорта. А это письма со всех концов страны, которые получал Дмитрий Коркин. И это мировое признание. Не имея никаких специальных условий для тренировок, без огромных финансовых вливаний, практически на голом энтузиазме, Дмитрий Коркин достиг небывалых результатов. Якутия на Олимпе прогремела 3 чемпионами – Роман Дмитриев, Павел Пенигин, Александр Иванов. Один из выдающихся политиков, 35-й американский президент Джон Кеннеди, однажды сказал: для того, чтобы прославить нацию, нужны 2 вещи. Это полет в космос и выиграть золотые олимпийские медали. А это свободный день, день отдыха перед схваткой с иранским борцом Джавади. Роман Дмитриев на прогулке. О чем тогда думал прославленный борец? Его думы, его эмоциональный настрой перед решающей борьбой передают эти безмолвные, но очень говорящие черно-белые кадры. А фильм нас уже переносит на ковер международного турнира в Тбилиси 70-го года, где в центре внимания СМИ иранский борец Ибрагим Джавади. Еще ни одному борцу не пришлось уйти от мертвой хватки иранца. Джавади пытается применить свои знаменитые тиски, но как бы не так. Контрприем Дмитриева и преимущество нашего борца становится явным. Победа Романа Михайловича Дмитриева золотыми буквами навсегда вписаны в историю советского и якутского спорта. В 2011 году было принято решение об увековечивании памяти Романа Михайловича Дмитриева. Республиканское среднеспециальное училище Олимпийского резерва и Бестяхская общеобразовательная школа гордо носят его имя. На Комсомольской площади находится памятник прославленному спортсмену, и была открыта набережная в честь Романа Михайловича Дмитриева. Помним, гордимся, благодарим. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно.